Площадь Алания субботним утром стала центром притяжения всей республики. Цель у всех одна – принять участие в международной акции «Сад памяти». Она посвящена всем участникам Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступают волонтеры Победы и Фонд поддержки полководцев Победы при содействии Минприроды. Акция проходит в память о 27 миллионах граждан, которые погибли в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны. И данная акция у нас проходит в столице нашей республики, в Магаз, за нашей башней Согласия. Как мы с вами видим, народ изъявил желание и прибыл на столь масштабное мероприятие. Люди из разных уголков нашей малой родины сюда съехались для участия в международной акции. Среди них работники министерств и ведомств, представители федеральных органов власти, национальных общин, а также работники всех администраций, городов и районов республики, начиная с самым северным Малгобекским и заканчивая южным Джейрахским. Полезное такое мероприятие, которое объединяет людей, оставляет память такую, да, о тех, кто в наше время вот сейчас работал. Город Магаз молодой, несмотря на тысячелетнюю свою историю, и появится большая, хорошая зеленая зона, где жители, гости столицы могут отдыхать, проводить время. В масштабной акции принял участие и глава региона. Прежде чем приступить к посадке, Махмуд Али Калиматов обратился к участникам собрания. Он отметил, что высаженный сад будет символом того, что память о защитниках Родины незабвенна. Помимо этого, озеленение еще и богоугодное дело. Сегодня мы принимаем эстафету международной акции «Сад памяти». Наша акция – это очередной важный шаг в деле увековечения памяти жертв самой кровопролитной и жестокой из всех войн. Очень важно, что акцию поддержал президент Владимир Владимирович Путин. Он назвал блестящую идею волонтеров памяти, поручил сделать акцию «Сад памяти» ежегодной. Акция объединила сотни неравнодушных граждан республики, волонтеров, активную молодежь. «Сад памяти» станет еще одной достопримечательностью нашей республики. Мы сегодня будем закладывать символ того, что память незабвенна. Посадка деревьев – это благородное дело. Мы с душой их посадим, и вырастет через определенное время красивейший сад разных деревьев в Ингушетии. После Махмуд Али Калиматов вручил специальные награды, учрежденные на региональном уровне «Волонтер Ингушетии». Новые медали и удостоверения из рук главы региона получили 14 человек. Среди них руководители и активисты экологических и молодежных движений. Далее участники мероприятия приступили непосредственно к самой акции – высадке деревьев. Вооружившись лопатой, первый саженец высадил глава Ингушетии. Позже был дан старт всей акции. Мы очень гордимся этим, то, что мы проводим такие массовые мероприятия. Это очень хорошо влияет и на молодежь, и на все общество. Посадка деревьев – это в рамках данной акции важно помнить потери, которые мы понесли. Также это еще важно для экологии. Мы помогаем с посадкой деревьев, восстановлением лесов. Лесная охрана по защите лесов, природы – это не только обязанность волонтера и эколога, но и каждого жителя, гражданина Российской Федерации. Мы должны заботиться о природе и как можно максимально посадить деревья. В общем, только за несколько часов участники акции высадили 3000 деревьев. 3 гектара земли за башней Согласия заняли клен, липа, рябина, каштан, дуб, туя и береза. Все это дань памяти 20 тысячам ингушей, которые принимали участие во Второй мировой. Около 4000 из них были добровольцами. Многие могут забыть, если на сегодняшний день мы сами не будем напоминать про все это. И хотелось бы, чтобы больше ни в нашей жизни, ни в жизни наших потомков не было больше ни войн, ни каких-либо конфликтов, чтобы над нами всегда светило яркое солнце, и мы все жили счастливо, и все были здоровы. Некоторые деревья здесь высаживают в память о конкретном человеке, принимавшем участие в войне. Эта береза обрела новый дом руками Муслима Татриева. Посадка посвящена его родственнику, солдату 40-х. Посадили вот сейчас только что дерево в честь Татриева. Султан у нас родственник тоже близкий был, принимал участие в Великой Отечественной, ветеран. Вов первой, второй степени, награды у него.
Мы помним и должны, чтобы наши дети об этом помнили. Вот хороший пример, я думаю. Спасибо всем организаторам и участникам этой акции. В акции принимали участие также и общественные организации. Каждому представительству выделили конкретную зону, где они могут посадить деревья. Региональное отделение Союза женщин России высадили целый ряд. Это будет наша аллея. Мы заказали специальную такую вот табличку, где будет расписано, что эта аллея посвящена именно женщинам, участницам Великой Отечественной войны. И будем за ней ухаживать. Напомним, акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта. Ее цель – создать зеленый памятник каждому, кто погиб в годы войны. Всего это 27 миллионов деревьев. В этом году акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной. Всего в Ингушетии планируется высадка 55 тысяч деревьев. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов. Новости 24.